Игойт Апсны Ахюнткарра Агимн. Звучит государственный гимн Республики Абхазия. Апсны Ахюнткарра Ахада Гунба Бадра Зурабыпа. Президент Республики Абхазия Гунба Бадра Зурабович. Акарепсо Хаважлар. Хатырску Владислав Григорьевпа Итынхацва. Хатырску Асцва. Иахьаԥсыжәлар иазгәарҭоит рҵеилаша, рԥызаду, ҳаамҭазтәи аԥсуа ҳәынҭқарра аусхыра зышьҭазҵаз, уи раԥхьатәи ахада, Аԥсны афырхаҵа, ахьӡ-аԥша аорден актәи аҩыӡара занашьоу Владислав Григорьевпа Арӡынба диижьҭеи ԥшьынҩажәа шықәса аҵра. Ари амш аҵак ду амоуп зыԥсадгьыл сгәы азыбло изыҳәан, уи аҭоурых пату ақәсҵо, уаҵәтәи аԥеиԥш иазхәыцуа зегь ҳзы. Владислав Арӡынба ихаҭара, уи ихьӡ, ихәԥша Аԥсны аҭоурых аҿы иаанакыло аҭыԥ ахәашьара уадаҩуп. Владислав Григорьевпа наунагӡа Аԥсны аҭоурых аҟны даанхоит зхы иақәиҭу аԥсуа ҳәынҭқарра дасимволны. Аԥыза ду ихьӡ иузаҟәымҭхо иадҳәалоуп иара инапхгарала Аџьынџьтәылатә еибашьраҿы ҳажәлар иргаз аиааира ду. Машәыршықә иҟамлазар ҟалап, асовет еидгыла ахыбгалара иадҳәалаз аамҭа цәгьақәа рзы ҳажәлар дахьрыԥхагылаз аҟәыӷареи аҵара ду измаз, хара инаԥшуаз, згәы еиҭамԥоз анапхгаҩы. Арамаҵура рацәак иазааигәамыз, аҵарауаҩ ижәлар ашәарҭара инҭагыла, зеиӷьыҟам адҵаҟаҵаҩ иҟазшьақәа ааирԥшит. Аԥсуа жәлар ибзианы еилыркаауан, уи ижәлари иԥсадгьыли рзы ихәы дшамеигӡоз, игәра ргон, иажәа иацныҟәон. Аибашьраҿы ишдыру еиԥш, еснагь зегь маншәаланы ицомызт. Убас еиԥш имариамыз аамҭа гәырзгьы зегь раасҭа амч аман ажәлар ԥыза иахь ирымаз агәрагара. Уи иалнаршеит аԥсадгьыл ахақәиҭра аиааира ду азаагара. Владислав Григорьевпа Арӡынба ҳазниҵаз амҩа цәхьаҵра ыҟам, иажәа уасиаҭҵас ҳгәы иҭазаауеит, ҳәынҭқарра аҿиара ахаҵгылара азаҳуеит. Аҭынчра агымзааит Аԥсынра, кашәара ақәымзааит аԥыза ду Владислав Арӡынба ихьӡ. Владислав Григорьевич Арӡынба – основатель современного абхазского государства, человек-эпоха, пример того, как личность, обладающая фундаментальными знаниями и сильным волевым характером, может сыграть решающую роль в судьбе своей страны,
быть примером лидерства, мужества и преданности своему народу для многих поколений. Советский и абхазский государственный деятель Владислав Ардзинба был не только признанным ученым, но и выдающимся политиком. Владислав Григорьевич родился через несколько дней после победы в Великой Отечественной войне, 14 мая 1945 года. Вероятно, это и было знамением судьбы. Борьба и победа были предначертаны будущему лидеру свыше. После окончания школы золотой медалью он поступил на исторический факультет Сухумского государственного педагогического института, а затем продолжил обучение в аспирантуре Института востоковедения Академии наук СССР. В 1969 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук, а в 1985 году докторскую диссертацию на тему «Ритуалы и мифы Древней Анатолии». Научным руководителем Владислава Григорьевича был выдающийся ученый, академик Академии наук СССР Вячеслав Всеволодович Иванов, который назвал его восхождение на научный Олимп поразительно быстрым и блистательным. Я никак не мог догадаться, сколько в этом привлекательном и обаятельном юноше таланта. Слава Ардзинба справился, показав, что может переплюнуть любые мировые рекорды в нашей сфере знаний. Очень скоро я должен был говорить со Славой уже не как с ученым, не как с учеником, а как с коллегой по науке, в некоторых отношениях меня уже обогнавшего. Научные труды Владислава Ардзинба, посвященные истории и культуре древних народов, получили широкое и заслуженное признание в академических кругах. Перу Владислава Григорьевича принадлежат научные работы, в которых исследуются такие темы, как хетское наследие в социальной организации хетского общества, хетские культуры, ритуалы, сакральные празднества и мифологии, хетская дипломатия, хетские законы, генетические связи хетского языка, кавказский нардский эпос, традиционная религия и мифология абхазов. Выбор профессии историка Владислава Григорьевича Ардзинба имела судьбоносное значение для всего абхазского народа и его государственности, ибо это способствовало становлению его как системного аналитика древних цивилизаций. Изучение опыта древних народов в военно-политическом и государственном строительстве стало востребованным в будущей государственной деятельности Владислава Ардзинба. Успешный, признанный ученый-востоковед, доктор исторических наук на самом подъеме своей научной карьеры возглавил сектор идеологии и культуры Древнего Востока Института востоковедения Академии наук СССР. Казалось бы, все уже сложилось. Однако судьба готовила Владиславу Ардзинба иную роль. В конце 1980-х годов, на стыке двух эпох, когда в Советском Союзе нарастали национальные движения и государство лихорадило, в условиях растущего агрессивного национализма в Грузии он был призван в большую политику. И на волне подъема национально-освободительного движения в Абхазии встал на защиту интересов абхазского народа. Этому предшествовало его избрание на должность директора Абхазского института языка, литературы и истории имени Дмитрия Иосифовича Гулия после ухода из жизни видного абхазского ученого, профессора Георгия Алексеевича Дзидзаря в 1988 году. Одной из приоритетных задач, стоявших в те времена перед Абхазским институтом, было отстаивание подлинной истории абхазского народа, подвергавшейся грубейшей фальсификации со стороны Грузии на протяжении многих десятилетий. Таким образом, Владислав Ардзинба стал руководителем не просто главного центра абхазоведения, но и очага национально-освободительного движения. В том же 1988 он был избран депутатом Верховного Совета Абхазии. На следующий год его избрали народным депутатом СССР и Верховного Совета СССР.
председателем подкомиссии по государственному и правовому статусу автономных образований Верховного Совета СССР. Всем памятно историческое выступление Владислава Ардзинба 2 июня 1989 года на Первом съезде народных депутатов СССР, который многие современники справедливо назвали речью Цицерона в Сенате. В нем он выразил боль и чаяние своего народа и обозначил магистральные пути отстаивания его интересов в среднесрочной перспективе. В этот период Владислав Григорьевич фактически возглавил движение автономных республик и всех малых народов СССР за самоопределение. Вместе с единомышленниками в советском парламенте добивался законодательного расширения полномочий автономных республик. Владислав Ардзинба был одним из основателей Ассоциации автономных республик, национально-государственных областей, округов и народов, не имеющих государственности, которая была создана на съезде представителей народов СССР 22 сентября 1990 года. Владислав Ардзинба относился к тем политическим деятелям в союзном парламенте, которые выступали против развала СССР, ибо считал, что только в советском государстве могли быть гарантированы интересы абхазского народа. Поэтому он принимал активное участие в обсуждении и разработке союзного договора. Ардзинба был одним из главных вдохновителей принятия 25 августа 1990 года Декларации о государственном суверенитете Абхазии и постановления о правовых гарантиях защиты государственности Абхазии. 24 декабря 1990 года Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. В это время по существу были заложены основы независимого абхазского государства. Была введена в действие новая конституция и принята государственная символика. В частности, были приняты основополагающие документы, приближавшие Абхазию к самоопределению, закладывавшие основу самостоятельного существования. Движение Абхазии к большой самостоятельности воспринималось властями Грузии как покушение на ее государственность и территориальную целостность. И 14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Абхазии. Это время стало суровым испытанием как для Владислава Ардзинба, так и для всего народа Абхазии. В этот трудный для нашей Родины час я обращаюсь к каждому ее гражданину, какой бы он национальности не был. Встаньте на защиту Абхазии. В таком единстве мы непобедимы. Эти слова из обращения Владислава Григорьевича Ардзинба 14 августа 1992 года до сих пор отдаются эхом в сердцах каждого жителя нашей страны. Так начиналась война. Политическая конъюнктура того времени способствовала тому, что все сильные мира поддерживали так называемую территориальную целостность Грузии. И оказалось, Абхазия осталась одна со своей бедой. Однако во все времена были люди, не терпевшие несправедливости, и на помощь Абхазии пришли добровольцы из братских народов Северного Кавказа, представители зарубежной абхазской диаспоры, юга России, а также отдельные добровольцы из ближнего и дальнего зарубежья. В этот тяжелый период ученый и политик Владислав Ардзинба стал военным стратегом и главнокомандующим. С 18 августа 1992 года председатель Комитета обороны, а с 8 января 1993 года главнокомандующий вооруженными силами Абхазии. Он проявил себя решительным и волевым лидером, сумевшим сплотить общество перед угрозой тотального уничтожения, организовать сопротивление агрессору.
Во время войны, когда успехи сменялись военными неудачами, Верховный Совет и его председатель Владислав Григорьевич Ардзинба продолжали расширять вопросы государственного строительства. Принимались законы и создавались государственные структуры, направленные на укрепление обороноспособности, так и на продвижение интересов Абхазии на внешнеполитической арене. В частности, 11 октября 1992 года были созданы Вооруженные силы, Министерство обороны и Генеральный штаб. 23 марта 1993 года Комитет по репатриации. 17 мая 1993 года Министерство иностранных дел Республики Абхазия. Наряду с военно-политической стратегическими условиями выживания руководством оказывалась поддержка науке, культуре, образованию. Консолидация неимоверных усилий абхазского народа и его лидера в тяжелейших условиях стала основой для победы Абхазии над Грузией 30 сентября 1993 года. Самое страшное позади, самое трудное впереди. Эти слова Владислав Григорьевич произносил сразу после изгнания грузинских оккупационных войск. И сегодня эти слова звучат актуально. Во все времена страна, подвергавшаяся агрессии и вышедшая из войны, вправе ожидать помощи. А в случае с Абхазией этого не произошло. Ей объявили блокаду, которая поставила ее население на грань выживания. В условиях международной изоляции Владиславу Григорьевичу приходилось не только отстаивать военно-политические завоевания Абхазии, но и обеспечивать ее население продуктами первой необходимости. Несмотря на тяжелую военно-политическую ситуацию вокруг Абхазии, под руководством Владислава Ардзинба была разработана и принята 26 ноября 1994 года новая Конституция Независимой Республики Абхазия. В этот же день Верховный Совет Абхазии избрал Владислава Ардзинба президентом Абхазии. Параллельно шел тяжелый переговорный процесс по политическому урегулированию конфликта с Грузией. Владиславу Григорьевичу приходилось противостоять тяжелому давлению стран-участниц переговорного процесса, занимавших откровенно прогрузинскую позицию. Одним из достижений переговоров следует назвать введение в июне 1994 года миротворческих сил СНГ по поддержанию мира, и основную нагрузку по осуществлению данной миссии несла Российская Федерация. 3 октября 1999 года Владислав Ардзинба был избран президентом Абхазии на второй срок на всенародных выборах. 12 октября того же года был принят акт о государственной независимости Республики Абхазия, который был основан на итогах всенародного референдума. Вышеназванный референдум в Абхазии и отношение к нему стало точкой отсчета в новых абхазо-российских отношениях, которые в свою очередь были обусловлены изменением геополитической ситуации на Кавказе и методами отстаивания России своих интересов в регионе. Владислав Ардзинба – символ нашей победы, и похоронен он на линии фронта, где решалась судьба этой победы. Владислав Григорьевич Ардзинба возглавлял Абхазию с 1990 по 2005 год. Это время, когда Абхазия боролась и отстаивала свое достойное существование. И все наши завоевания, в том числе и будущие, связаны с его именем, ибо наши победы недавнего прошлого и настоящие были достигнуты либо непосредственно под его руководством, либо стали результатами его стратегической деятельности. Владислав Ардзинба сформулировал и озвучил и воплотил в жизнь мечту своего народа и поднял на доселе невидимую высоту честь и достоинства народа Абхазии.
надо было обладать глобальным мышлением, чтобы суметь сохранить маленькую Абхазию в большой, неравнодушной среде. Имя Владислава Ардзинба останется ориентиром и путеводной звездой, пока будет существовать абхазский народ, свободе и независимости которого он посвятил свои знания и жизнь. Пока люди способны помнить и уважать и чтить свою историю, Владислав Ардзинба навсегда останется лидером нашей многострадальной страны. Владислав Ардзинба – встреча прошлого и будущего Абхазии с ее настоящим. Его жизнь – яркий исторический миг, наполнивший смыслом существования абхазского народа. Табубдарадзе. Владислав Ардзинба пшини вешукса и хыцрыеску айлатора и алахуб Владислав Григорий Па Ипшма Светлана Джергения Ипха Мадина Ардзинба. Ауаату исазну аамҭаҿы азқьы шықәсақәа иргәылганы идырҳаз адоуҳа иашьашәалоу аԥсҭазаара ранашьахоит. Ашәышықәса рахьтә аӡәыҳәа шырҳәо еиԥш, дрылиаарц алшоит ԥсыцқьала зхы мҩаԥызго, агәаӷьреи ахарахәыцреи змоу, ажәлар ҿызхуа, рдоуҳа алашара ацәашьеиԥш иҳаракны иахьзырԥшуа аҵеи. Урҭ ыҟан ажәытәангьы иҟоуп аҿатә аамҭазгьы, хыԥхьаӡарала ирацәаҩымзаргьы. Ирҳәоит, аамҭа ахәра нану аҟаза дахәырбӷьыцуп ҳәа. Ииуеит алашарбагақәа ауаажәлар ахақәиҭра алашара иазрыцҳамхарц. Дииуеит аҟаза дызхылҵшьҭроу иԥсадгьыл дазымшхарц. Ижәлар иагашәарҭа бааԥс ихықәгылазаргьы иеиқәхарц азы ацәашьеиԥш дбылларц. Аиааиреи ахьыԥшымреи рсимвол хада Владислав ихьӡ кашәара ақәым. Владислав дыԥшьоуп, ишыԥшьо еиԥш ҳара ҳадгьыл. Асценаҿы аахыҵуа Аԥстәыла зҽаԥсазтәыз Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист Артур Лакарба ашәа ицырҳәоит Аҟәатәи ахәыҷбаҳча ҟармаҵыс ааӡамҭа хәыҷқәа. Над старыми иконами сгущались краски времени, священные писания стирались навсегда. Бывало так с народами, судьбою обреченными, когда уже казалось все, являлась им звезда. С небес она ниспослана была, чтоб дать размах орлиного крыла. Абхазский эпос миру подарить и Апсуаранам сохранить. Абхазии душа, что горит огнем небес,
Аԥсны аҳәынҭқарра актәи ахада, ҳаамҭазтәи аԥсуа аҳәынҭқарра ашьаҭаркҩы, Аԥсны афырхаҵа, ахьӡ-аԥша орден актәи аҩаӡара занашьоу Владислав Григори-иԥа Арӡынба диижьҭеи ԥшьынҩажәа шықәса ахыҵра иазкны арҭ амшқәа рзы Аԥсны имҩаԥысуеит иеиуеиԥшым агәаларшәагатә усмҩаԥгатәқәа. Урҭ ирҭаауеит хыԥхьаӡара рацәала Аԥсны атәылауаа асасцәа. Иахьатәи аилатәара иалахәуп аҳәынҭқарра ахадара, аиҳабыра, жәлар реизара ахантәаҩы, адепутатцәа, Аԥсны иҟоу Урыстәыла ацҳаражәҳәаҩ, Владислав Арӡынба аус ицызуаз иҩызцәа, Аԥсны ахьыԥшымреи аиааиреи ицаазгаз, аибашьра ветеранцәа, ауаажәларатә, аполитикатә усзуҩцәа, асасцәа, Аԥсны араионқәеи ақалақьқәеи рхадацәа. Ажәа имоуп Шамба Сергей Мирон-иԥа, ауаажәларатә, аполитикатә, аҳәынҭқарратә усзуҩ, ареспубликатә политикатә партиа Аԥсны акзаара ахантәаҩы. Владиславом Григорьевичем, когда он еще работал в Москве в Институте Востоковедения, мы были мало знакомы. Конечно, встречались, когда он приходил в Абхазский институт, где я работал тогда, возглавлял профсоюзы. Но позже наше такое сотрудничество стало постоянным, близким на всем протяжении вот этого непростого времени. После того, как ушел из жизни директор нашего института, выдающийся ученый Георгий Алексеевич Зизария, стал вопрос о том, кто возглавит институт. Были разные, конечно, интересы, разные группы, но мы, определенная часть этого коллектива, были настроены на том, чтобы пригласить Владислава Григорьевича Арӡынба из Москвы. И нам удалось тогда это сделать. Владислав Григорьевич возглавил Институт языка, литературы, истории, а я стал ученым секретарем. Были замечательные планы, большие, и очень хорошие, интересные материалы были опубликованы тогда впервые. Это и по переселению в Абхазию, связанные с Абхаз-переселенстроем. Это и очереди по истории Абхазии. Были планы изучения архивов в Армении, в арабских архивах, в турецких архивах. Была такая большая замечательная работа проведена. Но вот такое время настало, а наш институт, он был таким идеологическим все-таки центром абхазского такого национального движения. И в нашем институте, в музее и в Государственном университете, конечно, были сосредоточены такие патриотические силы. И в то время национализм, который в Грузии начал поднимать голову, и война в Южной Осетии, вы помните, была, вынуждали нас все-таки перейти к каким-то уже новым формам самозащиты. И тогда передо мной стал вопрос о том, чтобы оставить работу в институте и возглавить национально-освободительное движение Народный форум Абхазии Айтглара. И когда я пришел в кабинет Владиславу Григорьевичу и сказал о том, что я должен уйти, у нас такой разговор, такой на повышенных тонах даже возник, потому что он категорически был против того, чтобы я уходил. Как раз Юра Аргун зашел, и он как-то нас пытался успокоить, стал на мою сторону, объяснял, что это нужно. И я тогда сказал Владиславу, я говорю, ну вот народ потребует, и ты пойдешь, оставишь науку. Он мне сказал, что? Чтобы я когда-то оставил науку ради политики? Никогда этого не будет. А так ведь получилось, мы вспоминали потом часто, что ему пришлось. А как это стало возможным? Тогда, если помните, на съезд народных депутатов избирали, и мы из абхазского общества избрали, как мы считали, самых достойных людей. Тогда это был и Владислав Арӡынба, Фазиль Искандер, Борис Адлиба, Тарас Шамба, Алексей Гогуа.
В общем, такие самые видные представители нашей нации. И на этом съезде, когда выступил Владислав Арзенба, а у него уже такой был хорошо поставленный голос, он вообще оратором же был хорошим. И когда он... А в то время ведь весь Советский Союз бросали люди работу и смотрели по телевидению вот эти сессии съезда народных депутатов. Впервые звучали вещи, которые раньше никогда невозможно было услышать открыто. И тут Владислав изложил всю вот эту нашу накипевшую боль и стал в момент лидером. Тогда уже он стал звездой абхазской политической. И уже другого пути, как окунуться полностью и отдаться политике, у него, конечно, не было. Поэтому потом, когда избирали его председателем Верховного Совета, он, кстати, в своей книге «Моя жизнь», он пишет о том, как этот момент происходил. И, кстати говоря, вспоминает о том, что именно я был из тех, кто настойчиво добивался того, чтобы именно его избрали, потому что там тоже были разные группы интересов, естественно. Вот потом началась такая борьба за переустройство Верховного Совета Абхазии. Но мы тогда, национально-освободительное движение, уже создали такую ситуацию, когда грузинские власти вынуждены были искать с нами компромисс. И приехал в Абхазию академик Алексидзе, и с ним еще близкий соратник Гамсахурди Аманидзе, фамилия его была, как сейчас помню. И вот у нас Владислав возглавлял нашу сторону. И шла тогда вот такая полемика, и мы смогли тогда договориться о том, чтобы Верховный Совет Абхазии формировался так, чтобы большинство было абхазских депутатов. И это была серьезная победа, потому что именно вот этот состав Верховного Совета, который мы избрали тогда, и избирали тоже его по принципу, мы просто список составили людей, нужных в этом Верховном Совете, и у нас тогда достаточно политическая была сила, чтобы всех провести, кого мы хотели, в этот парламент. Этот парламент, который назвали потом «золотым парламентом», он стал основоположником нашего государства. Потом был период, когда борьба, вот этот референдум за сохранение СССР был, если помните, мартовский, 17 марта. При том, что в Абхазии нас было меньшинство, но мы сумели создать союз, и все национальные общины тогда, которые возглавляли там, ну, абхазская Айдглара была, армянская была, Крунг Тополян возглавлял, русская была Славянский дом, который Вородом возглавлял, и греческая Ирены, который Николай Патулиди, поэт греческий, возглавлял. И мы сумели сделать так, что больше 50% набрали за сохранение СССР. Потом, когда Владислав Арзенба был председателем подкомиссии по автономиям, целый ряд мероприятий мы там проводили. Кстати говоря, большой такой съезд в Москве собрали. Мы до этого наших эмиссаров разослали по всему Советскому Союзу, от Дальнего Востока, вот там Зура Бачба, Валерий Кварчи и другие ездили по всему Советскому Союзу, и мы собрали в Москве огромный съезд представителей разных народов на уровне депутатов, местных советов всяких. И там в президиуме сидели председатель Палаты национальностей СССР Нишанов, председатель Палаты национальностей России Абдулатипов, Владислав Арзенба. И с докладом основным выступал наш представитель Вахтанг Кецба, юрист. Кстати говоря, по инициативе Владислава Арзенба, когда разрабатывали союзный договор в Бочаров-Ручье, там были приглашены представители Айдглара, и двое наших юристов, Зура Бачба и Вахтанг Кецба, участвовали в разработке союзного договора. Вот такие мероприятия были. Ну, многое, конечно, есть что сказать, не хочу, я уже, видимо, слишком много времени затратил. Но вот так, знаете, небольшую жизнь прожил по абхазским меркам Владислав Арзенба, но
счастливую жизнь, потому что увидел результат невероятного своего труда политического. Оставил после себя независимое абхазское государство. Сделал самое сложное, что существует в мире – создание независимого государства. Знаете, иногда часто крутятся в голове слова песни. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. Слово предоставляется Джинжоле Сократу Рачевичу, государственному и общественно-политическому деятелю, члену Общественной палаты Республики Абхазия. Когда мы говорим о Владиславе Григорьевиче Арзенбе, мы мысленно возвращаемся к тем временам, когда осуществлял свою государственную и политическую деятельность этот выдающийся, поистине выдающийся человек. А что это были за времена? Распад Советского Союза. По выражению американского политолога, это дало возможность возникнуть на пьедестал единственную сверхмощную державу Соединенные Штаты. Вот и начался расцвет однополярного мира. А что дальше собиралось делать это государство? Надо было удержаться в лидерах. А для того, чтобы удержаться, надо было не допустить возникновения государства-соперника. Советский Союз был повержен, но оставалось ядерное государство Россия, наследником этого бывшего Советского Союза. Хотя будущее России было туманным, но опасения были. Поэтому Соединенные Штаты разрабатывали план создания таких условий геополитических вокруг России, чтобы Россия, по выражению Бжезинского, должна была ассимилироваться в составе расширяющегося Европейского Союза. Вот такие планы были. Что нужно было сделать конкретно? Частью этого плана являлось оторвать Кавказ от России, сделать так, чтобы влияния России на Кавказе не было. Кавказ должен был полностью отойти. Ну и другие, конечно. Абхазия была частью Кавказа, она является неотъемлемой частью Кавказа, и оставлять Абхазию в зоне влияния России было, конечно, недопустимо по мнению Соединенных Штатов. И здесь, я не говорю о всех событиях, которые предшествовали этому. Я не говорю о грузино-абхазской войне, в которой под руководством Владислава Григорьевича была одержана невероятная победа, потому что мы, по сравнению с Грузией, представляли небольшую силу, но к нам пришли люди, которые помогали нам, и мы выдержали это. Теперь предстояло победу, одержанную, закрепить на дипломатическом фронте. Наше стремление к независимости, за которое бился день и ночь Владислав Григорьевич, она должна была получить свое завершение на дипломатическом фронте. Невероятные были времена, трудные времена. Владислав Григорьевич, я думаю, что не будет преувеличением сказать, что ему, прежде всего ему, потому что он был руководитель наш, противостояло все мировое сообщество. Достаточно сказать, что в группу друзей Грузии, как назвал Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, группу из 5 государств, это Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия и Россия, которые должны были вести переговорный процесс. И даже несмотря на то, что были возмущения со стороны Абхазии, Владислав Григорьевич, протест вынес в отношении того, что
если это друзья Грузии, то кто же тогда Абхазия? Если заранее все вопросы решены, то какой же это переговорный процесс? Ну, Совет Безопасности, он стыдливо потом переименовал группу друзей Грузии в друзей Генсека ООН по Грузии. Какая разница? Суть осталась одна и та же. Ну, этот процесс шел тяжело, трудно, но, знаете, мне всегда вот казалось, что Владислав Григорьевич, вот эту черту, вот эту сторону я хочу просто подчеркнуть, потому что говорить об этом процессе можно долго и очень много времени займет. Я просто хочу сказать о том, какое внимание он уделял связи с Россией. Почему он именно говорил, что Абхазия может добиться своей независимости и своих целей, опираясь на помощь России, опираясь на поддержку, которая была нам просто необходима. Но в России разные были силы. Я помню министра иностранных дел Козырева, с которым у Владислава Григорьевича никак не сложились отношения. Да и как они могли сложиться? На одной из встреч в Гудаутах перед наступлением, перед освобождением, значит, столицы нашей, была встреча, значит, с Козыревым. На ней я присутствовал, и Козырев в беседе сказал Владиславу Григорьевичу: предостерегаю вас от попыток территориальных приобретений. Владислав Григорьевич вспылил. Какие же это территориальные приобретения? Речь идет об освобождении столицы Абхазии, об освобождении своей земли. И в конце концов он высказал ему мысль, которая потом оказалась пророческой. В конце концов мы дождемся того, что в России к власти придут люди, которые будут руководствоваться интересами России. Вот наши интересы с ними будут совпадать, тогда решатся наши проблемы. И такое действительно свершилось с приходом к власти Владимира Владимировича Путина. Вы помните, что и санкции были сняты, и другие, значит, несправедливые вещи, которые творились в отношении Абхазии, это все было отменено. Но вместе Козырев, конечно, не одиночка был. Я уже говорил о том, о друзьях Грузии, которые, так сказать, давили со всех сторон. Но попытку разрушить российское государство не прекращали. И я помню, в 2005 году, когда президентом России, Абхазии был Багапш, Сергей Васильевич Багапш, была встреча, к нему гуськом потянулись все эти западные дипломаты для того, чтобы убедить его, нового президента, в том, что проживание абхазов в составе грузинского государства – это будет благом для вашего народа. Убеждали его в этом. Они надеялись, что это им удастся. И присутствовал я на встрече американского посла в Грузии, и когда Сергей Васильевич сказал, что наше стремление – это укреплять связи с Россией, мы, так сказать, хотим быть с ней ближе, этот посол раздраженно заметил: что вы все Россия, Россия. Не будет России, мы ее развалим. Буквально вот так он сказал: мы ее развалим. Это 2005 год. Все еще были надежды на то, что они расправятся с Россией. Ну, конечно, в переговорном процессе не только, здесь уже говорилось, давление огромное было, огромное давление, но оно не только, значит, выражалось в том, что эти резолюции, там, значит, уговоры и прочее, а были прямые угрозы. В Женеве на одном из раундов переговоров с грузинской стороной ко мне подошел представитель Госдепа Соединенных Штатов и без всяких обиняков сказал: вы даже не смеете ставить вопросы независимости, мы этого не позволим, мы этого не позволим. Вот они командовали всем миром и не позволяли, значит, нам, Владислав Григорьевич возмущался, нам, абхазам, не разрешают на своей земле жить свободно и распоряжаться своей судьбой самостоятельно. Но, конечно, мы были не одиноки. И
республики в составе России, я уже не говорю не только Северного Кавказа, братские нам народы, но и Татарстан, Башкортостан оказывали нам большую поддержку. В числе одних из первых подписавших соглашения, договоры о дружбе и сотрудничестве были как раз вот эти республики, кроме Северного Кавказа, это они в первую очередь, конечно, были и Башкортостан, и Татарстан. Подписали соглашение, свои подписи поставили руководители этих республик Шаймиев и Рахимов. Вы знаете, конечно, в России, руководство России отнеслось к этому критически, поскольку значит, эти республики были в составе России и не имели права подписывать международные договоры. Это отметил МИД российский в своем заявлении и значит, осудил это, но, знаете, в последнем абзаце этого заявления российского МИДа были слова: «Да, многострадальный народ Абхазии заслуживает помощи и внимания, значит, со стороны друзей». Вот эти слова, они как бы сняли всю вот эту вот, значит, негативную часть, и Владислав Григорьевич был доволен и обратил внимание на это: смотри, нас понимают, нас поддерживают. Так и было, конечно. Но Грузия, не найдя других каких-то способов решения проблем с нами, значит, она в 2008 году развязала войну. Саакашвили это сделал, ставленник Соединенных Штатов. И дальше происходившие события все известны, последовало признание. И, знаете, величайшая радость. Да, здесь говорилось, я с удовольствием хочу подтвердить, что Владислав Григорьевич все свои усилия, результаты своих усилий увидел воочию. Редко бывает, когда сбываются так мечты. Один ли он действовал? Нет, конечно. Владислав Григорьевич опирался на парламент, опирался на поддержку народа. Такой поддержки, как у Владислава Григорьевича, ни у одного из президентов не было. И наша заветная мечта вот, дойти до такого уровня, чтобы вернуться к такому доверию. Беспредельное доверие. Вот это доверие давало ему силы бороться со всем тем, что, значит, противостояло ему. Владислав Григорьевич действовал самоотреченно, полностью, так сказать. Он отдавался работе полностью. И точно так же, как науке он отдавался в свое время, так и отдался политической борьбе. Здесь иначе было невозможно. Для него не существовало ничего абсолютно, кроме той цели, к достижению которой он вел народ за собой. Это буквально было так. Мне, знаете, было очень приятно, когда после войны подходили ко мне разные жители Абхазии из разных сел и говорили: знаете, мы взяли обет, у нас так принято, значит, принимают обет, говорят, если сбудется наше желание, сбудется наша мечта, какая была, если Абхазия выйдет победителем в этой войне, если мы не погибнем, сохранимся, значит, мы вот сделаем там такое-то моление, пригласим Владислава Григорьевича. Таких было людей очень много. К нему стеснялись подойти, ко мне подходили. Я Владиславу Григорьевичу говорил, мы на нескольких таких мероприятиях даже побывали. Это было удивительно видеть, как к нему люди, отношения женщин, матерей, потерявших своих сыновей на этой войне. Он говорил, что победили в этой войне матери, это действительно соответствует действительности, потому что так оно и было на самом деле. И, конечно, поддержка людей, она вдохновляла его, давала ему возможность. Но вот то, что пережитое, оно, конечно, оставило следы. Мы все пытались помочь как-то, даже предлагали какие-то свои вещи и решения этих проблем. Со всеми вопросами шли все к нему.
Но разница заключалась между нами и ими в том, что мы могли предложить, могли пожаловаться, могли сказать, но решать-то должен был он. И ответственность полностью лежала на нем. Никогда не было случая, чтобы Владислав Григорьевич ушел от ответственности, чтобы он увиливал, не сказал бы, что это не я, и какое-то решение не принято, не мной и прочее. Полностью всю ответственность он брал на себя и не боялся ее. Это был настоящий лидер. Он оставил нам республику независимую и завещал ее беречь. На сцену приглашается Затулин Константин Федорович, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Указом Владислава Ардзенба Константину Федоровичу присвоено звание «Почетный гражданин Республики Абхазия». Дорогие друзья, сегодня день рождения и день памяти великого человека, вождя, который привел свой народ к победе. А победа, говорят, это то, что нельзя ничем заменить. И, конечно, в зале Светлана, Мадина, близкие, люди, которые работали, боролись вместе с Владиславом за эту победу. Но до обидного скоро, как бы нам ни хотелось, на смену нам придут другие поколения, и они должны будут знать действительно, кем в наших глазах, в глазах его современников был Владислав Григорьевич. Что у меня сохраняется в памяти, когда я думаю о Владиславе, вспоминаю Владислава Григорьевича? Ну, конечно, мы любим наводить хрестоматийный глянец, особенно когда затем рассказываем истории о замечательных людях. Я, например, уверен, абсолютно не сомневаюсь, что Владислав очень любил детей. Но я-то знаю, что в моей памяти он остался прежде всего теми своими качествами, которые его характеризовали. А это ум, воля и достоинство. И вот ум его, безусловно, унаследованный от родителей, унаследованный от народа, абхазского народа. Он с детства, мы знаем, и в более зрелые годы демонстрировал свои способности, был высочайше образованным, интеллигентным человеком. Об этом я знаю, конечно, уже, когда я с ним встретился, познакомился, это было в 1992 году. Но мне кажется, очень важно подчеркнуть именно эту сторону дела. Вот президент Республики Абхазия Бадра Зурабович Гумба довольно подробно рассказывал о его успехах в науке. Я помню, как в очередной приезд я раздумывал над тем, чтобы не с пустыми руками явиться к Владиславу Григорьевичу, и, думая, что бы ему подарить, нашел, в тот момент вышел сборник лучших статей Института востоковедения Российской академии наук за много лет. И там была его статья о хетах. И вот когда я ему это подарил, я понял, что лучшего подарка я бы ему не нашел. Потому что он был высочайше образованным человеком. Мне приятно сознавать, что оба мы историки, ну, историки в разных периодах. Я закончил Московский университет, он оканчивал другие учебные заведения. Но вот это понимание истории привело его, мне кажется, сначала в науку, а затем и в политику, и в государственную деятельность. Когда я думаю и говорю о том, насколько он был достойным человеком, я об этом написал. За год до его смерти мне попросили написать очерк, книгу об Ардзенбе «Время президента Ардзенба». Может быть, кто-то из вас знает или читал эти воспоминания. И вот еще он был жив, я тогда написал, что
Вы знаете, достоинство Владислава Ардзинба не позволило бы никому из его врагов его оскорбить. Даже если бы в ходе войны сложилось так, что он был бы захвачен, и, конечно, враги бы его убили, тут нет никаких сомнений, он бы погиб. Но он бы погиб, смело смотря в глаза тем людям, которые собираются его убить, и они не посмели бы поднять на него руку. Есть такая французская поговорка: нельзя прикасаться к голове принцев. Это значит, что особу королевской крови можно казнить, как казнили Карла Стюарта во время английской революции или Людовика XVI в годы якобинской диктатуры, но ударить по лицу его нельзя, потому что рука не подымется. Вот таким был Владислав Ардзинба в моей памяти. Конечно, тут уже говорил только что Сократ Рачиевич, я хочу это подтвердить, с моей стороны было бы нечестно говорить, что у него безоблачным образом во все времена складывались отношения с Россией. Это неправда, конечно. И были времена, когда приходилось бороться ему, и приходится бороться нам в России, кто разделял его чувства и разделял справедливые отношения к Абхазии. Приходилось бороться за то, чтобы добиваться результатов и не дать перечеркнуть победу Абхазии. Я, например, хорошо помню, когда только нас избрали в Первую Государственную Думу, я возглавил в ней такой прифронтовой комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками. Он и так до сих пор называется. Было бы правильно его назвать комитетом по делам бывшего Советского Союза, но назвали его именно так. И одним из первых наших дел было как раз первые парламентские слушания в новой Государственной Думе были посвящены российско-абхазскому, то есть грузино-абхазскому конфликту. И мы заслушали все стороны, мы пригласили и представителей Абхазии, Южной Осетии, и, конечно, Грузии тоже. И у нас было огромное беспокойство, потому что как раз намечался в начале 1994 года визит Бориса Ельцина в Грузию, и подготовлен был договор для подписания о военном союзе, в соответствии с которым нужно было России перевооружить эту грузинскую армию, которая потеряла все свое вооружение здесь в 1993 году. Создать ее заново, создать, по сути, армию-реванш. И вот мне тогда удалось добиться в Государственной Думе, что все фракции новой Государственной Думы, включая «Выбор России», что было удивительно, где был и Гайдар, и Бурбулис, и все остальные, и Козырев, кстати говоря, что они обратились к президенту Ельцину накануне визита. Он поехал в Грузию, но договор не подписал, потому что обратились все фракции Государственной Думы, что просим не подписывать, не начинать таким образом новый виток конфликта в Абхазии тем, что вы поддержите грузинскую армию вооружениями и так далее. Этого не состоялось. Я помню, как возмущение, конечно, все время выплескивалось и в стенах Государственной Думы, Первой Государственной Думы, и среди руководителей северокавказских автономий, которые, конечно, понимая чувства своего населения, боролись против того, чтобы Абхазию объявляли, как в XIX веке, виноватым народом. И мы добились, Ельцин приказал Козыреву собрать совещание в МИДе с теми, кто вот выступает против линии Козырева в грузино-абхазском конфликте. Это, конечно, отдельное было интересное событие, потому что я тогда понял, что такое манипулятор. Ловкий, беззастенчивый, бессовестный манипулятор. Козырев пригласил всех нас. Я сидел рядом с Жаримовым, со Асланом Алеевичем, президентом Республики Адыгея, Коков, там, Галазов, все были. И вот мы все кипели, чтобы высказать то, что мы хотели сказать по поводу этой неправильной политики МИДа российского по отношению к Абхазии. Было большое количество журналистов. Вначале выступает хозяин встречи. Вот Козырев выступает, излагает свою точку зрения, почему надо именно так, почему надо поддерживать территориальную целостность Грузии, почему нельзя потакать
сепаратизму на Кавказе. Ну, мы вынуждены это все слушать. После этого он поднимает глаза, как будто бы он впервые увидел журналистов и говорит: дорогие друзья, у нас тут чисто доверительный разговор. Прошу вас. И все журналисты уходят, потому что сейчас у нас доверительный разговор. После этого 2 часа мы костерим эту политику, козыревскую, всякую иную. Но этого никто не видит, потому что все, что показали по телевизору, показали выступление Козырева, как мы все сидим и слушаем изложение его идей. Я хочу сказать самое главное, когда я говорю об этом, о том, что уже осталось в 90-х годах. Владислав, конечно, вынужден был с этой официальной Россией поддерживать отношения и добиваться признания интересов Абхазии. И, конечно, ему много крови попортили, сократили, я уверен, его жизнь, эти его споры, эти его столкновения, но он никогда не позволял себе оскорблять, унижать или подозревать русский народ. Вот всегда было 2 России, когда дело касалось Абхазии. Была официальная Россия какое-то время, Козыревская и Ельцинская, и были те люди, депутаты, простые люди, военные, наконец, которые помогали, я знаю, вы все знаете, и в ходе самих военных действий помогали абхазской стороне, понимали, находясь на земле, находясь в гуще, что происходит. И вот Владислав всегда видел эту разницу. И это я всегда знал, всегда это понимал, и это не лишне напомнить сегодня. И, наконец, наверное, последнее, что я хотел бы сейчас сказать. Вот тут сказали, что я почетный гражданин. Это самое главное мое звание, самая главная моя награда все годы моей политической и общественной деятельности. Я так считаю. И вот когда мы прощались с Владиславом Григорьевичем на его похоронах в филармонии, мне пришлось там выступать. Я хочу повторить то, что я сказал. Не все, конечно. Я сказал, что мы, русские, верим, что все наши святые, мученики, исповедники 24 часа у престола Всевышнего молят за нашу страну, за Россию, за русский народ. Бог Ансва, наверное, призвал Владислава, чтобы посоветоваться с ним, как дальше жить Абхазии и абхазскому народу. Так давайте же будем достойны, так, чтобы ему там было за нас не стыдно. Спасибо. Айлатора ахуаку иртагзаны ишида агалоид апроект харахарвары хабы аканпи ашоква. Ахахай аммарджаква шейцамхан. Ашана игзойд Тимур Тания.
мышкадып суэй. Ахай, насап срача шумшан, ахатша фырхацара шас хуц. Япын иктау, як пьянца, отшлыган, танырхваевшка, ирхвашнела тейцам хана, я вас потейцам харо, абсуахатша, пчерштыхна, ахунга, абснытныхна, дыцхатвых, гадабхах, цейта, я вас вайдыларо, рада, Ахай, амарджа пажейцам хан, мышкаис узки мышкадып суэй. Ахай, насап срача шумшан, ахатша фырхацара шас хуц. Япын иктау, як пьянца, отшлыган, танырхваевшка, ирхвашнела тейцам хана, я вас потейцам харо, абсуахатша, пчерштыхна, ахунга, абснытныхна, дыцхатвых, гадабхах, цейта, я вас вайдыларо, рада, Япын иктау, як пьянца, отшлыган, танырхваевшка, ирхвашнела тейцам хана, я вас потейцам харо, абсуахатша, пчерштыхна, ахунга, абснытныхна, дыцхатвых, гадабхах, цейта, я вас вайдыларо, рада, Слово предоставляется Кичибагуле Михайловне, председателю движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», секретарю Общественной палаты Республики Абхазия. Самые критические моменты истории абхазского народа женщины всегда играли заметную роль. Особый вклад в победе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Владислав Григорьевич Арзенба отводил матерям, родивших героев, и женщинам-защитницам Отечества. У истоков нашей победы стояли героические матери Абхазии. Так высоко оценил наш лидер, верховный главнокомандующий, герой Абхазии Владислав Арзенба роль женщин. Сегодня весь наш народ празднует юбилей истинного абхазского народа, великого Владислава. Я не оговорилась. Именно празднуем, потому что в этот весенний Всевышний послал день, Всевышний послал нам такого Владислава. Это праздник не только для абхазского народа, но и для всех народов Кавказа, чьи сыновья сражались за свободу Апсны. Это праздник для современной истории, для реформаторских действий в родной отчизне и для еще многих созидательных свершений. Есть два священных понятия – мать и родина. Мама для каждого человека – святое, родное, великое понимание из воспоминаний Владислава Арзенба. Мне в детстве, с моей точки зрения,
задавали провокационный вопрос: кого ты любишь больше, маму или папу? Конечно, я люблю обоих, они единое целое, но мама есть мама. У меня с ней всегда были особо доверительные отношения. Я обожал и обожаю ее. Хочу вспомнить слова члена Общественной палаты, экс-спикера Народного собрания парламента, премьер-министра Сократа Рачевича Джинджал. После очередных тяжелых переговоров Владислав вышел из кабинета покурить. А на просьбу остаться он ответил: «Я обещал маме не курить в кабинете». Хочу привести еще одни слова Владислава Григорьевича, который раскрывает его как большого государственного деятеля и как самого нежного и любящего сына. Работу государственного деятеля можно сравнить с буднями многодетной матери, у которой много забот, которая любит каждого своего ребенка, но не в состоянии в равной степени каждому уделить должное внимание. Как много тонкого в этих словах. Это и материнская ответственность за соблюдение порядка, и одновременно ответственность некоторых недоработок, понимание, подлежащих исправлению. Впервые о Владиславе Григорьевиче Ардзинба я услышала от корифеев абхазской науки Георгия Алексеевича Дзизария, Шалвы Денисовича Иналопа и Тамары Платоновны Шакрыл в стенах Сухумского государственного пединститута. Они приводили его в пример нам, первокурсникам, как лучшего студента, окончившего с отличием пединститут и поступившего в аспирантуру при Московской академии востоковедения. После института я работала в Доме-музее имени Гулия, просветителя и основоположника всех культурных начинаний в Абхазии. И как-то в музей позвонили из Абхазского обкома партии, чтобы ему уделили внимание ученому Владиславу Ардзинба. В тот, теперь уже для меня значимый и незабываемый исторический день, я как завотделом дежурила одна. Владислава Ардзинба сопровождал инструктор Абхазского обкома Владимир Ашхацава, который предоставил его нам. Я провела им экскурсию, и в кабинете Дмитрия Иосифовича Гулия, где экспонировался его научный труд «История Абхазии», Владислав Григорьевич пояснил, что он хотел бы ознакомиться с этой работой. А в музее у нас всего 2 экземпляра, один из которых хранился в хранилище фонда, а другой выставлен был на экспозицию. Но так как не было главного хранителя Нателлы Джичаевой, я не могла ему выдать 2-й экземпляр. Тогда он предложил ознакомиться с выставочным экземпляром. Я была в замешательстве, так как не имела права сделать это, снять с экспозиции равносильно преступлению. Не знаю, что произошло в тот момент, но я не смогла отказать ему в его просьбе. Может, сыграли его обаяние, харизма, его энергетика. И он целый день работал с этим материалом в стенах нашего музея. А вот сейчас я понимаю, что тогда он работал над докторской диссертацией, и ему важно было знать и версию научного труда Дмитрия Гулия. А когда вышел фильм Джамбула Инджия «Перо хитолога», я пожалела, что этот факт там не был освещен. Самое яркое впечатление на весь наш народ и на меня произвела его речь как народного депутата на первом съезде Верховного Совета СССР в 1989 году. Эта историческая речь Владислава Григорьевича стала, на мой взгляд, переломной в его судьбе и судьбе народа Абхазии. Народ сделал свой выбор, определился лидер, и с этого момента политика уже его не отпускала. Война 1992-93 годы. Это трагические страницы нашей истории. Абхазская пословица гласит: теряющий родину теряет все. И на защиту Отечества сыновьями, с братьями, мужьями встали и наши женщины. Владислав Григорьевич восхищался их подвигами, называл их абхазскими амазонками. В народе говорят: пусть не оплакивает твоего сына тот,
кто не изведал горечь такой утраты. И самым тяжелым кровопролитным наступлением по освобождению города Сухум от грузинских оккупантов было мартовское наступление. Вместе с матерями и близкими 222 погибших воинов, тела которых грузинская сторона не выдавала абхазской стороне, тяжело переживал Владислав Ардзинба. Этот сложный момент войны был использован подстрекателями, чтобы ослабить решимость абхазского народа продолжать борьбу, обвиняя в неудачах руководство страны во главе с Владиславом Григорьевичем. 26 марта 1993 года голос матерей погибших громче всех поддержал лидера нашей нации и воодушевил народ на борьбу. В этом сражении погибает и мой сын, герой Абхазии, тело которого также оставалось на вражеской территории. В эти дни неожиданно для нас в наш родовой дом приехала мать Владислава Григорьевича, Надежда Шаабановна Язычба, чей брат сражался за свободу Абхазии. Она подошла ко мне и произнесла по-абхазски: «Мой сын Владислав кланяется тебе и передает, что я воспитала настоящего патриота, героя, и лучшим мщением за него будет наша одержанная победа». А от себя она добавила: «Знай, Гули, что с каждым погибающим погибает и мой сын, и эти пули стрелами вонзаются в его сердце». Ее слова поддержали меня и придали мне сил. А супруга Владислава Ардзинба, Светлана Джергения, посещала госпитали, где лечились раненые бойцы абхазской армии. Матери Абхазии в первую очередь молились за жизнь Владислава. Из воспоминаний матери двух героев Римы Чкадуа: «Мы стелили белые простыни», рассказывала она, «зажигали свечи и, стоя на коленях, молились Богу, чтобы Он сохранил жизнь прежде всего Владиславу, а потом уже наших детей, и давали обет, что после окончания войны они слепят свечу в его рост, Ашамака, и еще раз благословят его». Они так и сделали. С именами Ардзинба и Сосналиева шли в бой наши бойцы. Девиз командующего армией, героя Абхазии, генерала Султана Сосналиева было: «Честь дороже жизни». Эти слова любил повторять на адыгском языке и Владислав Ардзинба: «Псем ипе напе». Султан Сосналиев также подчеркивал: войну выиграли матери Абхазии. Но для нас, для всех, в первую очередь, это мать Владислава Ардзинба, мать Султана Сосналиева, мать Сергея Дбар, мать Мушнихватская и всех бойцов. По предложению Владислава Григорьевича Ардзинба, первое, что мы, движение матерей Абхазии, сделали, это отправились на Северный Кавказ и юг России, чтобы поклониться северокавказским добровольцам и почтить их память. Мама героя Абхазии Муаэда Шорова, Нюся Шорова, хранила фотографию своего сына рядом с фотографией Владислава Ардзинба и объявила, что теперь она считает Владислава Григорьевича своим сыном, а в семье героя Абхазии Феликса Бекалдиева его столетний отец, стоя приветствуя нас, произнес на могиле сына, что он гордится им, что его смерть не напрасна. Жив абхазский народ, жив Владислав. Имя Владислава было известно далеко за пределами Абхазии. Так, находясь в составе женской делегации в Северной Ирландии, мы неожиданно для себя узнали, что простые жители Белфаста слышали о Владиславе Ардзинба и восхищались им. Как-то по приглашению экс-представителя Генсека ООН в Абхазии Хайда Телиавини, Нателла Акаба и я участвовали в международной конференции «Роль женщины в политике». И когда Хайди Телиавини увидела нас, она отметила в своей речи, что первый президент Абхазии Владислав Ардзинба называл ее человеческим лицом ООН. У каждого из нас свой Владислав. Для нас, матерей, он самый родной и близкий человек, в котором мы видим лучшие черты
наших погибших сыновей. Провожая его в последний путь, матери обращались к своим сыновьям со словами: «Вот он, идет к вам, ваш главнокомандующий, встречайте, встречайте его». Будущему поколению есть с кого брать пример. Желаю нынешним и будущим политикам такого же твердого духа, непоколебимости в решении национальных вопросов, максимально защищать интересы народа Абхазии. Если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно, значит, надо было нашему абхазскому народу, чтобы зажглась звезда по имени Владислав, и пусть она всегда будет для нас путеводной. Нагзарак зайд Владислав Ихизхарак, Нагзарак зайд Хапсат Белапсинра. Слово предоставляется Санакоеву Морису Борисовичу, председателю Юго-Осетинского союза ветеранов-добровольцев войны в Абхазии «НАРТ». Уважаемый президент, сына Владислава Григорьевича, присутствующие, разрешите зачитать обращение президента Республики Южная Осетия Каглоева Алана. Владислав Григорьевич Ардзинба, имя, ставшее символом эпохи становления Республики Абхазия. Человек, посвятивший свою жизнь служению народу, его свободе и независимости. Владислав Григорьевич Ардзинба вошел в политику в один из самых сложных периодов истории Республики Абхазия. Он был не просто политиком, а патриотом, подлинным лидером, интеллектуалом. Борьба, ученый востоковед, интеллектуал, он, казалось бы, был далек от политики. Но зов крови и боль за судьбу родной земли заставили его отложить научную деятельность и все во главе национального движения. Героический народ братской Абхазии под руководством выдающего государственного и общественного деятеля страны Владислава Григорьевича сумел отстоять свою свободу в кровопролитной войне 92-93 годов. Он проявил исключительную твердость, мудрость и политическую волю, сумев сплотить народ вокруг идеи независимости. Эта победа навсегда будет связана с именем Владиславом Ардзинба, главнокомандующим и героем Абхазии. Первый президент Республики Абхазия, он заложил основы государственности, определил стратегию развития страны. Он умел слушать и слышать людей, находить компромиссы, объединять вокруг себя единомышленников. Память о Владиславе Григорьевиче Ардзинба навсегда сохранится в сердцах братского астинского народа. Его имя будет золотыми буквами вписано в историю Абхазии как имя человека, который сумел вывести свой народ к свободе и независимости. Он был и остается символом мужества, стойкости и верности своему народу. Его дело живет, его идеи продолжают воплощаться в жизнь. Вечная, светлая память герою. Президент Республики Южная Осетия Алан Каглоев. Я также хочу сообщить, что в Южной Осетии тоже будет проходить памятные мероприятия, посвященные 80-летию Владислава Григорьевича, в котором будет принимать президент Южной Осетии во всех мероприятиях. Спасибо. Слово предоставляется Игзекову Мусе Хабалевичу, председателю Всемирного Абхазо-Базинского конгресса. Уважаемые друзья, сегодня мы собрались в Сухуми, чтобы почтить память выдающегося сына абхазского народа Владислава Григорьевича Ардзинба, первого президента Республики Абхазия в день его 80-летия. Его имя, известное каждому из нас, стало символом мужества, мудрости и несгибаемой воли. Историк, политик, командующий в годы суровых испытаний, он возглавил народ Абхазии на пути к свободе, достоинству и независимости. Его жизненный путь был неотделим от судьбы Родины. Главная заслуга Владислава Ардзинба не только в военной победе, достигнутой плечом к плечу с народом, но и в том, что после тяжелейшей войны он сумел заложить основы государственности. В условиях разрухи, международной блокады и человеческих потерь
Он создал рабочие институты, власти восстановил вертикаль управления, возродил образование, культуру, науку и, самое главное, веру людей в завтрашний день. Вместе с соратниками он разработал правовой фундамент суверенитета, превратив победу в прочную основу для будущего. Время идет, сменяются поколения, но чем дальше уходят те годы, тем яснее видится величие свершенного. Арзенба и его команда не просто строили государство, они наполняли суверенитет смыслом, превращая его из идеи в реальность. Сегодня, сталкиваясь с новыми вызовами, мы вновь обращаемся к этому наследию. Оно служит нам и компасом, и опорой, и напоминанием. Служение народу – высшая цель власти. Для меня большая честь находиться среди вас, рядом с теми, кто хранит память о Владиславе Григорьевиче и продолжает его дело. Несмотря на все опасности, в 1992 году в Абхазии прошел первый конгресс абхазо-абазинского народа. Владислав Григорьевич был идейным вдохновителем будущего Всемирного абхазо-абазинского конгресса, идеи единства как нравственной и исторической категории. Помнить значит не только чтить прошлое, но и отвечать за будущее. Мы обязаны быть достойными эпохи, когда наши предшественники, не дрогнув, отстояли право Абхазии на свободу, чтобы сегодня мы могли говорить здесь, объединенные силой их подвига. Пусть жизнь Владислава Ардзинба напоминает нам, государственность – это не символы, а ежедневная работа, дисциплина и беззаветная вера в свой народ. И как бы ни менялся мир, наш долг – продолжать этот путь, чтобы передать следующим поколениям страну, которую они с гордостью назовут своим домом. Спасибо. Анайс, а проект Хархарва Рехабы Ханди Аша и на Игзойд Гярик Квакваскир. Над грозным городом раскаты гуляет буря между скал. Мы заряжаем автоматы и переходим перевал в страну, где зверствуют бандиты. Горит свободная земля. Приходят мстители джигиты, тропой Мансура Шамиля. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Их души тают над горами, как след орлиного крыла. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Их души тают над горами, как след орлиного крыла. О, врага отвага поражала в лихих отчаянных делах. В бою на лезвии кинжала напишем кровью мой Аллах. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла.
тают над горами, как след орлиного крыла. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Их души тают над горами, как след орлиного крыла. Над грозным городом раскаты гуляет буря между скал. Мы заряжаем автоматы и переходим перевал. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Их души тают над горами, как след орлиного крыла. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Их души тают над горами, как след орлиного крыла. Слово предоставляется Мигранян Андронику Мавсесовичу, профессору Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации. Дорогие друзья, для меня большая честь сегодня присутствовать в этом зале, на таком мероприятии. К сожалению, вот я много слышал про Владислава. Я не часто общался с ним, хотя были у меня краткосрочные и кратковременные общения и разговоры. Одно у меня осталось, конечно, незабываемо. Это редкостное обаяние этого человека. Человек действительно был удивителен тем, что ты уходил и с собой уносил как будто частичку этого светлого, замечательного человека. Когда сегодня, вы знаете, сегодня уже во все политологические учебники вошли вот эти крылатые выражения «отцы-основатели». Ну, это восходит, конечно, к американским отцам-основателям. И действительно, великие революции выдвигают великих лидеров. Ну, я всю жизнь занимаюсь Соединенными Штатами, 10 лет там прожил, много писал, много знаю, много видел. Но должен сказать, что, конечно, американская революция просто выбросила на авансцену мировую великих конституционалистов, Мэдисон, великих философов и мыслителей, великих ученых. Не случайно Томас Джефферсон, находясь в Париже, когда писал о том, какую конституцию создали в Филадельфии, он говорил, это могли сделать только полубоги. И когда я слушал о Владиславе, вот что мне пришло на ум и что я вспомнил. Не так давно, читая книгу о Томасе Джефферсоне, я наткнулся на одно выдающееся высказывание одного
великого президента Джона Кеннеди, о другом великом американском президенте, вы поймете, почему я это вспоминаю, потому что у меня в мыслях прошла некая параллель с тем, о чем сегодня говорили. Как-то в 1961 году, по-моему, если я не ошибаюсь, Джон Кеннеди пригласил всех американских лауреатов Нобелевских премий в Белый дом на прием. Он обратился к ним следующими словами. Вы знаете, никогда в этом доме не было такое скопление ума и таланта. А потом со свойственным себе изяществом сделал паузу, а потом добавил. Кроме тех случаев, когда здесь в одиночестве обедал или ужинал Томас Джефферсон. Так вот, я хочу сказать, что эти слова могут быть применимы и к Владиславу, потому что я понимаю, что его нет, но он живет со всеми теми, которые его знали, и живет в своих делах, которые касаются каждого абхазца и людей, которые любят Абхазию. Вы знаете, есть другое известное выражение, которое тоже не могу не вспомнить в связи с Владиславом. Вот тут говорили, что он добивался во всех сферах, чем бы он ни занимался, выдающихся результатов. Вы знаете, другой великий человек, которого даже считают, может быть, посланцем из других цивилизаций, Гурджиев, говорил, что человеческая жизнь и жизнь народа, она протекает так, как музыкальная октава. Вот до, ре, ми, фа, соль, ля. Это все легко пройти. А вот от ля до си не пройдете, если не сделаете сверхусилия. Так вот, я думаю, что Владислав делал сверхусилия для достижения своих выдающихся результатов, не будучи военным в военном деле, будучи ученым замечательным, прорывы в своей области, в государствостроении и государственном управлении. То есть это все делается только если человек и народ способны делать сверхусилия. А это самое важное, иначе и человек, и народы могут прозябать в посредственности, в серости и, в общем-то, не иметь тех, в общем-то, образцов достижения, которые, конечно, воодушевляют и вдохновляют и подрастающее поколение, и, в общем-то, вообще всех преисполняют чувством гордости. И последнее, о чем я хотел бы сказать, я обещал быть коротким, это мне не похоже на меня, но тут, в общем-то, я понял, что мы немножко перебрали по времени. Последнее, значит, имеет очень большое отношение, опять же, и к вам. Я надеюсь, вы поймете, почему я об этом сейчас говорю. И вообще то, о чем я скажу, это общемировое сегодня явление. Вы знаете, весь мир сегодня переживает очень сложный процесс разрушения демократических процессов во всем мире. В Америке идет вялотекущая гражданская война, и во время избирательной кампании самые мягкие слова, которые использовали, значит, демократы по отношению к Трампу и республиканцам, что это Гитлер, это фашисты, их надо уничтожить, посадить, изгнать и так далее, и так далее. Тотальная неприязнь и нетерпимость пронизывает все страны сегодняшнего Запада, колыбели
той демократии, которая когда-то вот создавалась на основе Магна-карты и Habeas Corpus Act. Вот в нынешних условиях уничтожается самое важное, которое, в общем-то, отмечал в своей великой работе «Капитализм, социализм и демократия» Йозеф Шумпетер. Ну, я не буду развернуто об этом говорить, это огромная книга на очень многие темы, но там есть большой раздел о теории демократии. Великий экономист, он оказался великим теоретиком демократии, ну, вообще великим человеком по очень многим направлениям. Правда, я эту шутку, может быть, приведу. Пол Самуэльсон, лауреат Нобелевской премии, говорил, что когда Шумпетер был молодым, он говорил, что он в 3 вещах хочет быть самым великим. Быть великим наездником, великим ученым и великим любовником. И в 2 из 3 он преуспел. Но в конце жизни он этого говорил, не уточняя, в чем он не преуспел. Но вот я просто хочу сказать, что он в этой теории демократии отмечает 4 необходимых условия для того, чтобы страна эффективно функционировала, чтобы демократия сохранялась и чтобы, в общем-то, возникающие серьезные проблемы получали должное разрешение. Я только 4 скажу, потому что это то, чего сегодня нет, она исчезает, по крайней мере, и она, в общем-то, ставит многие страны на край гибели, гражданской войны, столкновений и так далее. Он это называет, ну, по-английски это демократический самоконтроль. Что он имеет в виду? Ведь демократия – это культура горизонтальных отношений. Это, значит, способность людей и больших групп, и малых групп договариваться, пойти на компромиссы и взаимные уступки, потому что это не игра с нулевой суммой, когда победитель берет все. Это тогда вертикаль, это диктатура, это совершенно другие порядки. Вот ваш народ, пройдя через многие выборы, показал, что при том, что, конечно, каждые выборы – это колоссальная встряска, даже для таких стран, как Америка и другие, у которых многостолетние традиции демократической, Великобритания и прочее, и то они оказываются на грани очень серьезных потрясений. И я думаю, что вот можно сказать, что действительно это тоже очень важно, значит, очень серьезное воздействие оказало на абхазское общество Владислав, что при всех этих потрясениях, при всех вот этих выборах, конфликтах, противостояниях и так далее, абхазское общество сохранило все-таки демократические институты и, в общем-то, не ввалилось в авторитаризм, диктатуру, что, собственно, очень легко бывает со многими вновь создаваемыми и обретшими свою независимость государствами. И поэтому мне кажется, что вот демократический самоконтроль, что вот в самом таком сущностном смысле имеет в виду Шумпетер, это когда вы имеете возможность свалить правительство, но вы этого не делаете, потому что вы понимаете, что свалив правительство, вы нанесете невосполнимый урон и государству, и обществу. Я думаю, что вот это, видимо, было бы одной из самых желаемых для Владислава заветов своим соотечественникам, чтобы они, конечно, очень осторожно
относились к государству, потому что государство имеет обыкновение сталкиваться с очень большими и серьезными проблемами. Но, как говорил другой великий мыслитель английский Эдмунд Бёрк, когда вы хотите что-нибудь изменить с государством, отнеситесь к государству как бережно, как к своему больному отцу, которого надо выхаживать, очень осторожно относиться к этому, иначе любые потрясения могут очень плохо закончиться и иметь колоссальные разрушительные последствия. Я желаю, чтобы вы, как сохранили свою демократию, пройдя через многие выборы, которые, как я уже сказал, являются сами по себе потрясением, чтобы вы еще и освоили эту культуру горизонтальных отношений для того, чтобы действительно берегли свое государство и относились к государству как к своему отцу. Спасибо. На сцену приглашается Сурманидзе Автандил Африканович, член политсовета политической партии Ам-Сахара, кавалер ордена Леона. Мая 2025 года исполняется 80 лет со дня рождения лидера национального освободительного движения, главнокомандующего вооруженными силами Республики Абхазия, первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба. Владислав Ардзинба – лидер, который был вместе со своим народом в самые сложные времена. Во время Отечественной войны народ Абхазии поднимал дух своих бойцов и командиров. И тяжелое послевоенное время вел за собой свой народ. Владислав Ардзинба в 2010 году ушел из жизни. Он успел увидеть, как осуществляется мечта его народа – признание Российской Федерации независимости Абхазии. Мы, ветераны войны, помним и ценим вклад Владислава Ардзинба, победу Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годы. Момент великого противостояния, как решался вопрос, быть или не быть абхазом. Именно Владислав Ардзинба стал надеждой и силой для всего многонационального народа Абхазии. С его именем связаны навеки, связаны наши победы, свобода и независимость. Мы связываем строительство свободного независимого абхазского государства. В 2025 году в Абхазии официально объявлен годом Владислава Ардзинба. В эти дни по всей Абхазии проходят торжественные мероприятия, связанные с юбилеем первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба. Спасибо за внимание. Слово предоставляется Бабурину Сергею Николаевичу, российскому государственному и политическому деятелю. Уважаемый Бадр Зурабович, родные и соратники Владислава Григорьевича, когда-то поэт сказал: «Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые». И вот таким часовым, таким духовным, нравственным, политическим маяком для нас является Владислав Григорьевич Ардзинба. Для меня действительно сегодня тоже большая честь здесь выступать. У меня есть и орден второй степени «Честь и слава», но я одел этот, потому что это я награжден указом президента Ардзинба. И для меня это память. Когда мы говорим «президент Владислав Ардзинба», мы все прекрасно понимаем, что прежде всего это национальный лидер.
И здесь блестящие выступления сегодняшние, которые уже прозвучали, в них очень четко и правильно подчеркнуто, что Владислав Григорьевич стал национальным лидером Абхазии не тогда, когда стал выдающимся ученым, и даже не тогда, когда стал народным депутатом СССР, а своим выступлением на съезде народных депутатов СССР в 1989 году. Это выступление всколыхнуло не только абхазское общество, оно стало знаком для всего Советского Союза о том, что есть вещи, которые взрывают наше национальное единство изнутри. И для Кавказа это прежде всего политика Грузии в течение всего XX века на уничтожение абхазского национального сознания. И именно после этого, и возглавив Верховный Совет Республики Абхазии, и потом в 1994 году, будучи избранным первым президентом республики, Владислав Григорьевич Арзинба многократно доказал, что он является национальным лидером. А что такое национальный лидер? Это не только способность почувствовать чаяние народа, это не только умение выразить эти чаяния, но это прежде всего способность организовать народ на защиту его интересов, защитить народ от военной агрессии, от экономической блокады, когда, казалось, весь мир против Абхазии. Мне довелось познакомиться с ним в мае 1992 года, когда Тарас Миронович Шамба организовал нам встречу в Москве, но заочно у нас все сложилось раньше, потому что мне довелось, так бывает иногда в жизни, весной 1992 года остановить наступление грузинских танков на Абхазию. Во время 6-го съезда народных депутатов РСФСР мне стало известно, что грузинские войска выдвинуты на границу и что сейчас начнется вторжение. Я, как народный депутат Российской Федерации, направил 2 телеграммы. Одну телеграмму в Верховный Совет Республики Абхазия, присутствующие здесь депутаты, может быть, ее помнят, где я выразил солидарность от имени российских депутатов с депутатами, с Верховным Советом и с народом Абхазии. Вторую в Тбилиси, в Государственный Совет на имя Шеварднадзе, где сказал, что если грузинская сторона посмеет осуществить агрессию против Абхазии, то Российская Федерация ответит на это всеми необходимыми мерами, чтобы эту агрессию пресечь. Вы представляете, кто такой депутат? Конечно, я, превышая все возможные полномочия, такую телеграмму жесткую отправил, и она вызвала закономерный шок, оказывается, в Тбилиси, когда Шеварднадзе приказал остановить перемещение войск и собрал закрытое заседание Государственного Совета с вопросом, что стоит за телеграммой Вавурина. Что-то тут не то. И он прекратил любые перемещения до встречи 22 июня в Дагомысе с Ельциным, чтобы понять, а действительно Россия, не дай бог, так отреагирует и примет против Грузии необходимые, как было написано, меры. А то, что касалось в Абхазии, то уже когда я прилетел вместе с группой депутатов в августе 92-го в войну, и мы вначале были в Гудаута, где я впервые встретился уже не только с Владиславом Григорьевичем, мною знакомым с мая, но и встретился и с Джанжоли, с Аржба, с Вороновым, со многими другими, в том числе здесь присутствующими государственными деятелями и политиками. Потом мы перелетели в Сухум, где встретились с грузинской частью во главе с господином Надаришвили. И вот там одна из ваших тогдашних коллег, по-моему, госпожа Астемирова, истерично кричала: мы помним вашу телеграмму, мы помним, как Арзинба ею размахивал на заседании Верховного Совета.
Мне осталось только сказать, что я рад, что она хоть какую-то роль сыграла, оттянув войну. Потом мы перелетели в Тбилиси, и вы знаете, есть такое расхожее понятие грузинское гостеприимство. Я не знаю, что это такое. Потому что, когда мы прибыли в Тбилиси, прямо с аэропорта проехали в Госсовет, встретились с Шеварднадзе, длинный стол, мы ведем переговоры, ни чая, ни воды не было нам предложено. В соседнем кабинете, мы видели, когда проходили, там накрыт был шикарный стол, яства-то там в 3 этажа. Но Шеварднадзе настолько был взвинчен, настолько тяжело относился к нашей встрече, воды не предложили. И когда я выступал последним из членов делегации, я говорю: господин Шеварднадзе, надо останавливать трагедию. Я предлагаю некий комплекс мер. Он взорвался и говорит: я знаю вашу позицию, я знаю вашу поддержку Арзенбы. Ваши предложения, ваши нас не интересуют. Я говорю: ну если тогда разговора нет, что мы тут сидим? Я встаю, за мной встает вся делегация, мы поворачиваемся к выходу, и вот тут он соображает: ой, давайте пообедаем. Вы сами понимаете, пить воды хотелось. Но мы сказали: спасибо, до свидания. Мы на самолет и вернулись в Гудауту. И я хочу подчеркнуть сегодня, вспоминая государственную деятельность Владислава Григорьевича, что, конечно, его личное мужество, его позиция, его способность противостоять не только на фронте, но один на один противостоять не только Шеварднадзе, но и российскому президенту, это очень высокая нагрузка, моральная, политическая ответственность перед народом, и он выдержал эту нагрузку. Конечно, Верховный Совет тогда нам удалось настроить, объяснить, доказать после нашей поездки, что происходит. И Верховный Совет, вы помните, уже в сентябре, откликаясь на обращение Верховного Совета Республики Абхазии от 16 августа, сказали, что необходимо прекратить агрессию. Потребовали от Грузии вывести войска. Это при том, что Ельцин и правительство заявляли о территориальной целостности Грузии и уже начинали перекрывать границу. Вот в этом отношении я берусь, даже не скажу, что больше значило для Владислава Арзенбы: война или борьба с послевоенной блокадой. Потому что выжить после войны, правильно здесь приводились слова, ужас остался за спиной, а самое трудное было впереди. И то, что у вас во главе республики оказался человек, способный обеспечить выполнение интересов народа, способный собрать команду людей. Ни один гений не способен руководить государством, если рядом с ним нет людей, способных быть его соратниками. И парламент, и правительство, и многие-многие государственные деятели Абхазии, вот для нас, для российских тогда народных депутатов, потом уже депутатов Государственной Думы пришли нам на смену, это были люди, у которых мы учились, по которым мы равнялись и говорили: посмотрите, как маленькая Абхазия защищает свои кровные народные интересы. Почему Российская Федерация растерялась? Почему Российская Федерация верит этим заокеанским зазывным голосам и уничтожает свою экономику и свое общество? В этом отношении, слава Богу, что произошло признание Абхазии. Мечта Владислава Арзенбы осуществилась. Завершая свое выступление, хочу только напомнить. В 2006 году парламент Абхазии принял декларацию, решение о обращении к России с призывом признать Абхазию и установить ассоциированные отношения. Сход в Лыхнах, народный сход, поддержал это решение. Сегодня первая часть уже выполнена.
государство российское признало Абхазию суверенным независимым соседом. Но давайте подумаем над второй частью, над тем, о чем мы говорили с Владиславом Григорьевичем Ардзинбой, с Тарасом Мироновичем Шамбой, с Андреем Михайловичем Джаргения и многими другими о том, что необходимо, чтобы Абхазия и Россия участвовали в возрождении единого союзного государства. Вот только в этом залог нашей победы. И поэтому пусть сегодняшние мероприятия, посвященные памяти первого президента, станут для нас тем камертоном и стимулом, что нам действительно нельзя потерять результатов побед, которых он достиг, нам необходимо быть достойными его сегодня. Спасибо. Вай хайтталап саша, абасахцуб нарсол абухуба и всина игзо аша. Вай хайдалап саша, амда хамуг минутка. Ай башрабхе хайцаха бицургу кесадатын. Изгваб хой тухасша, алым уепшу банукпо. Вара уюза сара иснаг дустахын. Ипшуб харахвиз шайз байтур хырбазыгра пусва. Итхёб дарасухана табя бабаранистас. Идыр вашаих шагаха важу тхусвей. Хара хазеб шеми бхака вян хартоца. Зыгатабя хантыц хахахум гаюм танхыаха. Сергеям сайвыркует сыштырып дысысыздахыш. Уеваштан уехахтаб татынг цвырга хайсахаб. Амта хама мускак уласы сәрге абжасызныш. Ипшуп харахвиз шейзбой түрхыргузыгра пысва. Итхёб дарсухана табя бабаранистас. Идыр вашаих шагаха важу тхусвей. Хара хазеб шеми бхака вян хартоца. Ипстазарак хама мой дыхам и хыгиз хагыло. Еш халшос хапсад гил язехе за усква харчын. Аханас пхаха и цаца вахызачква спылойт. Секум харц хадгуна шиныкца сызмыхазатын. Ипшуп харахвиз шейзбой турхыргвазыгра пысва. Итхёб дарсухана табя бабаранистас. Идыр вашаих шагаха важу тхусвей. Хара хазеб шеми бхака вян хартоца. Хара хазеб шеми бхака вян хартоца. Слово предоставляется Гулия Тимуру Лёстиковичу, председателю Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Арва».
Ҳаҭыр ҳауаажәлар, ҳаветеранцәа, ҳнапхгара асасцәа. Сынтәа Аԥсны имҩаԥысуа Аԥсны Аҳәынҭқарра ашьаҭаркыҩ, иналукааша ҳаԥхьагылаҩ, академик, Аԥсны афырхаҵа Владислав Арӡынба иубилеи, ари ҳажәлар еидызкыло, доуҳала, идеиала изааигәазтәу ҭоурых хҭыс ду. Владислав Арӡынба изызҳахьоу хшыҩла, дыррала иазыҟаҵо ҵарауаҩны политикны ҳажәлар даарылагылеит зқьи-жәшәи ԥшьынҩажәи ааба шықәсазын. Ус еиԥш иҟоу алидер иаҳа данаҳҭахыз Нарҭ Сасрыҟәа еиԥш ҳанизыԥшыз аамҭазын. Усҟан ҳмилаҭ хақәиҭтәратә қәԥара адац ԥашәқәа акыр иӷәӷахьан. Иалшахьаз рацәан ҳауаажәларратә еиҿкаара ду аидгылара. Владислав Григори-иԥа урҭ ишьҭархаз абираҟ иҵегьы ҳареикит, ԥхьаҟа игеит. Москва зқьи-жәшәи ԥшьынҩажәи жәба шықәсазын СССР жәлар депутатцәа актәи реизара ду аҿы уи аӷьеҩ ҳәа ииҳәаз ажәа зсабра дазҿихыз Қарҭаа аршовинист политика, иара ицәажәашьа иаҵаз ахшыҩ, агәамч, аҟәыӷара Аԥсны ҭоурых аҿы зеиԥш ыҟамз хҭысны иҟалеит. Ҳажәлар рхьаа, рыгәҭыха еилыхха ицәырнагеит. Иара убас акырџьара иааԥшит, иара ибихатәра ажәлар маҷқәа рконсолидациаҿы илшымҭа дуқәа. Владислав Арӡынба ҟазшьала идемократиатәыз раԥхьатәи апарламент данахагыла инаркны принципла, хшыҩла дазықәԥеит аԥсуа ҳәынҭқарратә символика ашьақәыргылара. Аҿагылаҩцәа рацәаны ишамазгьы илиршит иҩызцәа наицырхрааны, ихьԥшым атәыла атрибутқәа зегьы рырхынҳәра. Иирҿыцит Аԥсны Конституциа. Уи аҿы ҷыдала иаирбеит ҳҳәынҭқарра асуверен ӡинқәа, аԥсуа бызшәа ҳәынҭқарратә статус ҷыда ҳаракы, ҳаԥсабаратә малқәа зегьы ԥшәымас ирымоу ҳажәлар заҵәык шракәу. Иара данааинахыс адунеи аҿы ҩаԥхьа аргама иааҭкааны ирҳәо иалагеит Аԥсны ахьӡ аӡбахә. Иара инапхгарала иҭыжьхеит иҵабыргу афальсификациа иацәыхьчу Аԥсны ахьӡ иаша аҭоурых ҵабырг аазырԥшо арҵага шәҟәы. Владислав Арӡынба ҳажәлар ргәалашәараҿы даанхоит ақырҭуа агрессиа иаҿагылаз, ақырҭуа шьаарҵаратә режим иаҿагылаз, ҳаԥсадгьыл хәыҽны измаз ақырҭуа колониалтә система аилаԥыххаараҿы ҳажәлар ԥызара зызуаз напхгаҩ дуны, агәымшәара злаз командаҟаҵаҩны. Ахааназын иҿырԥшыганы иаанхоит зқьи-жәшәи ԥшьынҩажәи шықәса сентиабр хԥа рзы Москва президент отель аҿы имҩаԥысуаз хганклатәи аиԥылара Арӡынба иааирԥшыз агәаӷьра, ахьамҵра, адипломатиатә ҟазара ҳаракы, ҳәашьа зқәым апринципра. Ус шаҟаџьара, ус шаҟа мчы дырҿагылааз Анцәа ду иаҳзлыбааишьҭыз Аԥсны ҵеилаша. Иџьоушьаша аҭоурыхтә ҵара-дыррақәа рдоктор, апрофессор, академик, еицырдыруаз ахитолог Владислав Арӡынба аибашьраан даақәгылт арратә ҟазара иаарласны иҭызҵааз стратегны, арратә хеилак деиҳабны. Иара авторитет ду ибзоураны ишҟа ихыҵуа иалагеит адунеитә мҿхак змаз аполитикцәа, аинралцәа, адипломатцәа. Еиҭаиџьоушьаша аибашьра ду ҳалагеит уалда финанстә хылҟа ҿылҟьада. Аибашьра ашьҭахь Владислав ду хәҭа-хәҭала иԥиҵон аҳәынҭқарратә ҿыц атрибутқәа зегьы. Иҩызцәа ицырхрааны иԥиҵеит атәылахьчара министрра, адәныҟатәи аусқәа рминистрра, ашәарҭадара маҵзура, аусбарҭатә система, аҵара-дыррақәа ракадемиа, аԥсуа бызшәа ҳәынҭқарратә фонд. Иара инапхгарала апарламент иаднакылт ихьԥшым Аԥсны Конституциа ҿыц. Иара иаԥшьгарала ишьақәыргылахеит аԥсуа милаҭ паспорт. Еиҿкаахеит арепатриациа азын аҳәынҭқарратә хеилак ҷыда. Иарбан структуроу Владислав Арӡынба инапы злакымыз. Ҳара аруаа гәахәарала иҳамоуп, ҳветерантә еиҿкаара аруаа, ҳкомандаҟаҵаҩ хада позитивла ахәшьара аҭаны, уи алалара дшазыруз ала раԥхьатәи арзаҳал ахалеиҵаз. Иахьагьы иара ҳазниҵаз амҩа, иаԥшьигаз ахьԥшымратә курс ихьынӡаҳалшо
ҳадгыло, иӡыргало ҳаауеит. Хашҭра иқәымзааит Аԥсны афырхаҵа Владислав Арӡынба. Нагӡара ақәзааит ихьԥшымыз ҭоурых ашәышықәсақәа ирыларсу Аԥсны Аҳәынҭқарра. Сгәы иаанагоит хара имгакәа Аҟәа ахақәиҭра ашҭаҿы иӷьазӷьазу иргылахароуп ҳәа Владислав Арӡынба ибаҟа. Иара ибаҟа аҿаԥхьа имҩаԥысҭароуп ҳәа арратә парадқәа, аҳәынҭқарратә акциа дуқәа. Слово предоставляется Тане Астамуру Георгиевичу, общественному деятелю, советнику первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзенба. Я рад всех приветствовать, уважаемые друзья, гости Абхазии, которые прибыли по такому важному для нас поводу, событию. Владислав Григорьевич, о нем говорить легко и трудно, потому что, во-первых, жанр сегодняшнего нашего мероприятия, он предполагает такие хвалебные слова. Но в случае с Владиславом Григорьевичем все превосходные степени в оценке его деятельности, они не будут совершенно лишними. Недавно мне попался текст, который дети учат в школах. Я стал читать что-то знакомый какой-то текст. Оказалось, я вот его написал по следам, когда только скончался Владислав Григорьевич. И вот он такой в жанре, конечно, панигирика. Но я посмотрел, ведь все так оно и есть. Вот в чем феномен этого человека. Он, конечно, вот здесь говорили, он ворвался в историю Абхазии. Он пришел совершенно из другой среды, не из политической, не из номенклатурно-партийной. И вот он эту методологию, он этим, кстати, очень гордился, методологию ученого он привнес в нашу политическую деятельность. На высочайшем уровне при нем была поставлена работа вот с документами. Сказывался его опыт работы с клинописью. Вот, потому что, а для нас это было в то время очень важно, потому что, как он говорил, что за каждой запятой, которую мы ставим на переговорах, за каждую точку, за которую мы боремся, стоит судьба всех наших завоеваний и жертв, которые наш народ принес. Я очень хорошо помню, как в 1997 году сюда, в Абхазию, прибыла делегация, в которую входили Борис Березовский, Бадри Патрикашвили, тогдашний спикер парламента Жвания. И тогда обсуждался важный документ, протокол о грузино-абхазском урегулировании. Вот. И Бадри Патрикашвили, он со свойственным таким напором стал пытаться продавить позицию, которая была выгодна грузинской стороне. Но он напоролся на моментальную реакцию, реакцию Владислава Григорьевича Ардзенба. Он его буквально оборвал и сказал, что вы понимаете, здесь каждая запятая, каждое слово выверено, выстрадано нами. Березовский понял, что его посредническая миссия может сорваться. Он вывел Бадри на балкон, и после этого Бадри не говорил, не произносил на переговорах ни слова. То есть часто Владислава Григорьевича рисуют, что он был таким неуступчивым. На самом деле Владислав Григорьевич был мастером компромисса, но он знал, какие красные линии нельзя переступать, за которыми потом последует потеря всех наших завоеваний. Вот. И он очень гордился, что он ученый, у него это был такой аргумент. Я все-таки историк, когда он хотел усилить свою позицию на встрече, он все время это подчеркивал. Но я все-таки историк, это для него было как высокое звание какое-то. И он говорил, я почему этим горжусь? Потому что, говорит, у нас принцип такой в науке. Если младший научный сотрудник Ардзенба докажет, что
такой-то академик был неправ, ему только премию дадут, говорит. А в отличие от партийной номенклатуры, там, где нужно молчать во время, когда говорит начальник. Вот. И это ему, несомненно, вот, помогало. И еще один момент я хотел вспомнить. Это уже было одна из последних его поездок незадолго до смерти в Москву. Он ехал на лечение. Вот. Его провожал наш друг. И он, мы помним, события разные, политические происходили, потрясения. Вот. И он как-то стал говорить, вот как, Владислав Григорьевич, к вам отнеслись как-то неблагодарно, наше общество отнеслось. Он сразу его остановил, говорит, знаешь что, не надо обвинять свой народ. Если что-то произошло не так, как мы хотели, не так, как мы мечтали, это значит, мы не доработали. Народ – это как река, куда ты проложишь русло, туда и потечет. Вот. То есть он совершенно не таил никаких обид за какие-то события. Вот. И сегодня, когда мы шли к монументу Владислава Григорьевича, там была настоящая река. Я вспомнил его эти слова, потому что и хочется верить, что долгие поколения вот эта народная река, она будет течь по тому руслу, которое проложил Владислав Григорьевич Ардзинба. И в заключение я хочу еще одно сказать. Я сказал, что он говорил, когда хотел он усилить свою аргументацию, он говорил, все-таки я историк, все-таки я ученый. И еще одну фразу его, когда он хотел подчеркнуть свой характер, он говорил, все-таки я абхазец. Вот. Для него звание, для него имя абхазца, это было как высшее почетное звание. Вот, я думаю, вот это все-таки я ученый, все-таки я абхазец. Это вот то, что, вот, мне кажется, кратко характеризует этого человека. И хочется верить, что мы будем соответствовать тем представлениям об абхазце, которые были у Владислава Григорьевича. Спасибо вам за внимание. Слово предоставляется Этлухову Олегу Адельгиреевичу, секретарю Союза писателей Российской Федерации, доктору экономических наук, поэту, писателю, общественному деятелю. Худузбо, сесчако, сарчако, худузбо, асасча. Уважаемые мои братья и сестры, уважаемые гости сегодняшнего мероприятия. Вы знаете, тяжелее всего выступать в самом конце, потому что вот сейчас, я думаю, многое из того, что я хотел сказать, уже сказали. Повторяться очень трудно, и вам будет неинтересно. А во-вторых, после того, как выступили блистательные профессиональные ораторы Сергей Шамба, Затулин, Мигранян, не вижу Сергея Николаевича, свет ветен, Сергей Николаевич, очень трудно смотреться на их фоне. Я писатель, я не оратор, поэтому не осудите меня за то, что я не буду говорить на таком профессиональном уровне, как они, но я постараюсь сказать свои мысли. Когда начинаешь анализировать все, что говорил, делал, оставил нам в наследство Владислав Григорьевич, невольно начинаешь по-новому понимать смысл понятия «роль личности в истории». Оказывается, один человек может перевернуть историю и сделать то, что желал его народ многие-многие сотни лет. Владислав Григорьевич это сделал. Мне часто вспоминается интервью, вернее, ответ на вопросы, которые задали западные корреспонденты Михаилу Александровичу Шолохову, когда они его спросили, а был ли культ личности, имели в виду
конечно, Сталина. На что Михаил Александрович отвечал: да, культ был, но была и личность. Вот то же самое, только немножечко в другом смысле хочется сказать о Владиславе Григорьевиче. Это была личность большая, эпохальная, но культа не было. Во-первых, наверное, потому что он не желал, чтобы этот культ был. А во-вторых, потому что менталитет абхазского народа, он не дает особо разгуляться даже самым великим. Абхазия, такая редкая страна, удивительная страна, а, по-моему, единственная в мире страна, где нет рядовых, впрочем, и абазины точно такие же, где нет рядовых, нет просто офицеров, все генералы. И вот представьте себе, и при этом, вы знаете, талантливейший народ, это мое понимание. Вот я сужу о той сфере, где я нахожусь. Представьте, немногочисленный абхазский народ дал литературному миру имена Георгия Гулия, Фазилия Искандера, Алексея Гогуа, Баграта Шинкуба, Гены Аламия, те имена, которых знают. И много нам можно назвать еще других имен. Или в искусстве, мы не самый большой народ, но имена Герцмава и Гицба знает весь мир. Это тоже дали мы. И вот представьте, Владислав Григорьевич в самый тяжелый момент своей истории вынужден был думать о том, как работать со всеми генералами. Как он говорил, здесь один я рядовой, все остальные генералы. Это все помнят. И с великими талантами. Я как-то в приватных беседах с 2 из 5 бывших президентов Абхазии, они сказали так, вот примерную мысль. Вы знаете, говорит, легче руководить громадным Китаем, Индией или Соединенными Штатами Америки, чем Абхазией. Вы спросите у Бадри Зурамовича, он, наверное, уверенно скажет, да, это так. У нас психология такая, там достаточно знать Конституцию, законы, и можно руководить. А здесь надо еще вот сюда, в подкорку залезть и подумать, а что скажет этот генерал, когда я ему скажу о законе. Сегодня, чтобы вас не задерживать внимание, я просто скажу, как мы, абазины, почему мы считаем великим Владислава Григорьевича, что нам дает право говорить о нем как о гении. Да, он был, здесь вот говорил Таня, мой предшественник, он был абхаз. Обыкновенный, типичный абхаз, но великий. И я бы хотел сказать, что в этой ситуации он принял очень правильные решения, те, которые привели нас к тому, что мы сегодня имеем. Но в отношении абазинского народа могу сказать так. Вот представьте, как далеко глядел он, как видел он и далеко, и глубоко. 1992 год. Октябрь, начало октября, первый съезд, Всемирный съезд народа Абаза. Закончилось мероприятие, выходит он на улицу. Здесь есть, я видел, те, кто на этом съезде присутствовал, кто принимал участие в этих мероприятиях, сияет. Но мы с ним знались давно, поэтому он говорит, Олег, что тебе подарить? Такое событие. И вот, не знаю, я, наверное, молодой был, тогда не особо соображал. Я взял и говорю, Владислав Григорьевич, вон знамя висит, первое знамя Абхазии, подари мне. Владислав Григорьевич серьезный, стал сразу серьезным, а потом говорит, где-то я видел Виталия Георгиевича в Ганба, говорит, Виталик, принесите знамя. Все начали возмущаться, не вслух, но, видно, ропот шел большой, как это так, национальное достояние Абхазии отдают куда-то на сторону. И только потом мы поняли, уже после войны, какую мысль он имел, он сам сказал. Я имел в виду, что если мы победим, это знамя все равно вернется к нам, достояние.
Но если вдруг, не дай Бог, это же был только октябрь, никто не знал, куда пойдет, повернет колесо фортуны. А если мы проиграем, завтра оно станет знаменем, которое соберет абхазский народ для нового этапа борьбы за свою независимость. В принципе, так оно и произошло. Но история возвращения этого знамени имеет большую историю. Первым к этому вопросу вернулся еще один великий абхаз, Сергей Васильевич Багапш. Он говорит, мы были с ним побратимы, поэтому со мной он говорил на «ты». Олег говорит, надо возвращать знамя. Оно же у тебя хранится. Я говорю, да, оно хранится не у меня, в банке центральном в Москве, но все равно хранится. При этой беседе присутствовал, вот я где-то видел, Валерия Шаловича. Так? Он говорит, давайте решим, как вернуть это знамя. Я спрашиваю, а как? Дайте мне письмо, потому что там не написано Олегу подарить, там написано абазинам, нашим братьям абазинам. Просто так взять, отдать я не могу, меня абазины съедят. Он говорит, Валерий Шалович, напишите письмо. Валерий Шалович говорит, нет, а как я напишу? Абазины, отдайте то, что мы вам, абхазы, подарили. Так не бывает, говорит. Да, говорит, Сергей Васильевич согласился с мыслью и решил переложить все на парламент. Звонит Нугзар Нурьевичу, Нугзар Нурьевич, ты мог бы зайти? Нугзар Нурьевич зашел. Он говорит, давай, говорит, парламент, напишите письмо. А тогда замом у него был Константин Константинович Азган. Я помню, он вместе с ним пришел, он говорит, а как мы напишем? Абазины отдайте, парламент просит, чтобы вы отдали то, что мы вам подарили. Не можем. Выход нашел еще один великий абхаз, Тарас Миронович Шамба. Он сказал как? Давайте лучше тогда мы обратимся от имени съезда всемирного народа Абаза к абазинам и попросим, абазины, то есть это съезд просит не абазины, а все абазины мира, абхазы абазины мира, верните. Геннадий Аламия тогда выступил на съезде, он попросил, и мы вернули это знамя. Правда, должен сказать, что не со все условия выполнили по этому возврату, потому что было условие какое, что там будет написано, что абазины сохранили. Второй вопрос. 1994 год. Вот я говорю, как он далеко смотрел, Владислав Григорьевич. Он пригласил делегацию абазин, большая делегация абазин приехала, человек 50. И Владислав Григорьевич говорит, абазины, возвращайтесь на родную землю. Вот сидит, говорит, Руслан Языч, глава района сидел, сидели многие, многие здесь сидящих сидели на этом совещании. Сократ Рачевич был, насколько я помню, он говорит, мы даем вам землю, на которой вы жили когда-то, абазины. Назовем абазинским районом. Будет ваш глава района, будет ваш прокурор, будет ваш начальник милиции. Все будет ваше. И ваше место мы определим в системе государственной ветвей власти. К сожалению, абазины не среагировали. К сожалению, не приехали. А теперь многие хотят, но уже все не те условия. Но Владислав Григорьевич смотрел очень далеко, он понимал, он говорил как? Вы, абазины, там потихоньку растворитесь в среде более крупных народов. А мы здесь со временем можем остаться в меньшинстве на земле своей. Вот к этому мы потихонечку идем, и я думаю, что очень здорово, что мы тогда не смогли понять мысли большого гениального человека. Вообще-то, мне хотелось, вы знаете, столько хочется сказать, но время уже ушло, все устали. Я хотел бы просто напомнить слова, вернее, стихи нашего великого абазинского поэта, которые написаны как будто специально о Владиславе Григорьевиче. Вот многие, наверное, помнят эти стихи. «Я ухожу, нет, я растворяюсь в судьбе нелегкой моего народа». Владислав Григорьевич ушел, но он растворился в судьбе абхазского народа, и во всех вопросах, где мы и хорошее, и плохое, он вместе с нами радуется, с нами переживается, и дай Бог, чтобы мы его как можно меньше огорчали и как больше радовали. Удачи. Спасибо, что терпели меня так. Спасибо.
Анаҩстәашәа ахцәҟьа аиааироуп, аха ҳара зегьы мамзышьха ҳәаноуп ишаҳдыруа. Асценаҿы Гьаргь Кәакәасқьыр, Нарсоу Абыхәба, Валера Берзиниа. Мамзышха, мамзышха, багвара духа, дуквасит буха, вауцаха. Аяйра, аяйра, иштыха бира, аснышцаха квитра жазок панаха. Ашцан худza, худza зиги, ацхаква худza, ая зазласы. Вау, худza хохо, пугачо байра, гешба шырцы, и музык быва. Аяйра, аяйра, иштыха бира, аснышцаха квитра жазок панаха. Ашчан худza, худza зиги, ацхаква худza, ая зазласы. Мамзышха, мамзышха, багварах духа, дуквахцет пуха, вауцаха. Аяйра, аяйра, иштыха бира, аснышцаха квитра жазок панаха. Ашчан худza, худza зиги, ацхаква худza, ая зазласы. Аяйра, аяйра, иштыха бира, аснышцаха квитра жазок панаха. Ашчан худza, худza зиги, ацхаква худza, ая зазласы. Аснышца теча иштыха бира. Слово предоставляется Ашуба Арди Инверовичу, директору Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия. Хатырску Светлана район Ипха, Хатырску Мадина Владислав Ипха, Хатырску Хатула Анапхагара, Хава Вилар интеллигенция, ветеранша, Хатырску Асастра. Ио Дэвис Амта Курзапсна, Аханге, Язгылану и Разга Ацберджа, Атурыхта Рольду Назаргзос, Ацейча. Зывларча Хуахаша Якшоза Ханткарча. Уси Галети Хайса за фишку сообщения Гашского ранге. Ускан Вепха и Штыц Милат какой-то пара, а скоро паду. Уехал Джая Тахайткала ду Аидгалара. Амч, я знаю там, что ду, а ю это сталин пережима хан, ю хочет за обснах Ханткара суверенитет, а что кургалара процесс. Ажлар абхагылы, а какой-то берак штук на пкагайзгашаз из эпшин. Убас нарса сеуэпш, абсхалионепш, Нестор Лагобеепш, Дермидр Гулепш, да отшертит убриамтаз Владислав Арзенба.
Хапсот Саарадыра Хабю Гергизари Иштех, Зкившипшини Виабашкусазы, Владислав Арзен Бейгуиц Хафурва, Яхшейцерны Ивера Чахухарад Захьяна, Дермитр Гулиехтис Хапсот Саара Институт Нахагыла Нахыс, Юбарт Якан, Ариацарау Хатбра, Апсто Милат, идея Арчихарача, Шарда, Залшоз, Азьякна, Шахас. Апсто идеология, я шагут из Апсот Саара Института Напхагавичус, Яразнаки Напи Иргит, Апсот Саара Амшха Кахаква, Рыртбара, Ушаквазиги, Хакыла и Лаха, изнывшегоз, а программа час Азархера. Рабхепи, еще чаквай рвакхайт, карта Арсинзура, Яукугу, Апсна, Атуры Харцагашко, Апцара. Вы, я дипхалт Ириго Хапсот Сарава, Атурых Завец, археолог, этнолог Шабзачадырича. Ерубас хузмам документ хайт, ерицал и тыжи за хатра Абхазии документы свидетельств. Убаскан Хапсуа Царауэр да подергит обсна, а цикара дгилача, у Анзаир Псахез, а тыпхет скорича кургылара, рарджицера, обсна Апсуа, и псад гил шакчко, шокзерхуз, а турых азергичера. Харахзы, хидзин, и хатыр дун Владислав Арзми Евшика за турых цардыр, кур доктор хаахц хараказмаз, а хеттолог нага, желарбжарат мне конгресску, дукурах апхеразертуз, сдыргаться улаз, за интеллекту уаз Апсуа Царауй, и маграфа церпакуна, хамилат царадыра хуштараду, дахахагылас. Апсуа института канепш, а Царауй его ацпуху на поеркит, арцара адзара, ауз, а лекция курепхерадалагит, Хапсуа хунткарат университета чиги. А хабриамтаз СССР, а хензанадзаз за хинджера милат суверенитетку Рита Кургала Акпара Ямчханагит, Владислав Арзенба и СССР депутат Далархой. И видите, идея за его за политик Чаицер Харани и Диклой Уанза автоном, и Чкара Корзин статус Хаша Кургала Резгу, а депутат Хелакду. Владислав Арзенба, а депутат Ша Ак Перизера дочь Юбкала Разну, а стан там Шигуйпа, Отерба Юбкала Ейпшин. Ой, я же Турух Куларахайт, а этап закаюет. Апсуа, политика несумиса. А ряб кулара, апсные скот рух цабарг, а дунизиге яхнарчит. Пшвах башук сарюнецка, а амтокучаки тагдана Владислав Арзенба, а царау и дюни дентисна, то политик на ивлер дрчохуйна, дипломатна, ардер пызана, да стратегна, апсна ханткарра, да хаданат галейт. Апснаджинч было тебе бешраджа, ивла дерпезана, а яйрах и нагана, а и бешраштах ге, а тынч пстаза аратамих амца, иха заблагада даджагылана, хшила, дырла и чазрылхна апснакапшимрах аз хатара даштал. Владислав Григорьев Арзенба ицнаговичей, акпия парламент депутатшей ирвергла пырдит хунткара атрибут хадаквазиге. А хунткара политика взара куинервергла и снагила пшерхан от зара дыра культура. А ханер спяхджин джуара псагилах рырхан хра, репшику от зара хадаква. Уизи граб хирглон хунткара безша, уямш аннера амш хакарт бара, ери безрона апсу безша статус харакают. Хапсу хунткара конституция ербахайт афбаби, ахтач алган. Апснывларги антальзги и гвартит Владислав Арзенба ица улара. И гуэхира, и хатара, имчхак, и дура. Ажвен гешахатравый Владислав Тештуцкас. И дыргана, ажлар, и днарбит, и пстрамшпак шагас. Амза чука хавшина, воюдук, чунаскес, шапсуаз, надзазапи адунех. Их скаферакум зай, Владислав Арзенба, и хепшим абснаханткара ашатаргю, а царавой академик, и на Лукаша политик, а дипломат Апсна Фархаза. Анша дакнухайт Владислав Арзенба илихаз. И хепшим Апсна ахц яну амля. Слово предоставляется Абаеву Аслану Владимировичу, герою Абхазии, одному из основателей спецподразделения абхазской армии после 1993 года. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Для меня большая честь быть знакомым с таким человеком, как Владислав Григорьевич Арзенба.
Мое знакомство с этим человеком оставило память на всю жизнь. Меня, взрослого человека, по-прежнему друзья и знакомые называют «малыш». А первым человеком, который назвал меня, был Владислав Григорьевич. В 92 году в Гудаутах мы с Геной Кардановым пришли к нему. Когда он меня увидел, и Гений говорит: отправьте, говорит, этого малыша, говорит, домой. А мне очень обидно стало. Я взрослый человек, приехал братьям помогать, а меня назвали как-то малышом. А потом я уже позже понял, кто это за человек и как он переживал за жизнь каждого бойца. В день открытия мемориала в Нижней Ишере мне выпала честь поднять флаг на мемориале. И сегодня, в день его 80-летия, мне предоставлена возможность сказать и вспомнить о нем, о народном лидере. Для всех, кто находился рядом с этим человеком в исторически важный период истории Абхазии. Это великая честь, что мы были с национальным лидером, основателем современного абхазского государства, первым президентом независимой и свободной республики Абхазия Владиславом Григорьевичем Арзанбом. Спасибо. Харахаруа рейхабы и нарыгзоид. Ярк квакваскер нарсов абухба Валера Берзине. Ballarov şuğanı Aha hayra şatam xan Açgahsız vadırmışlar Açgahsız vad Dau haçzom O varidara varadorayda Şerştahzır dixanlı İhakçaro babsınra Sovşul ziyavil Kabını görürabını bısıpşız Hay babara Akşaçlı Vavil Kapduzıçlı Ziyavul bozari Vanı Vavil Kap Vavil Kap Ziyavul bozar İhvanı O aridara varadorayda Oradara doradara Orayda varado aridara va Oradara doradara
Уважаемый президент, уважаемые гости, дорогие друзья, через полчаса мы рады будем презентовать вам фильм о Владиславе «За кем идут люди».